Первый этап работ по освещению республиканской трассы на участке Сухума-Чимчира завершен. Установлено 600 опор от поста ДПС в селе Адзюбжа до села Лабра. Начальник УКС Тимур Агрба рассказал, что в рамках второго этапа также установлено порядка 300 опор от центра поселка Гулрыбш до начала села Адзюбжа. До 30 сентября все работы будут завершены. И дальше уже от Лабры в сторону Чимчиры, как вы и давали нам поручение. Вообще мы планировали до Барчельского поворота, но вот за счет экономии нам удалось еще приобрести 109 опор, и мы до железнодорожного переезда в города Чимчира тоже будем освещение делать. Это в рамках сметной стоимости, но вне планов, как у нас получилось сэкономить. Далее Аслан Бжани осмотрел ход русловыправительных работ на реке Кодор, которые ведутся уже около 3 месяцев. Протяженность участка более 2 километров, ширина 200 метров. Из-за выхода реки Кодор из берегов постоянно подтапливает ближайшие села, и это наносит колоссальный ущерб местным жителям. На укрепительные работы из резервного фонда президента выделено более 60 миллионов рублей. Задача сейчас его доработать и дочистить. И дальше. Вот на той стороне, видите, бугор? Вон там, вот это 1,5 километра. Это старая дамба. Как она должна идти? В самом деле, это его пойма реки. Она заполнила эту пойму реки и ушла туда. Наша задача сейчас его вернуть сюда и создать береговую линию. Следующей точкой осмотра стала набережная Чимчиры. В части набережной уже уложили тротуарную плитку на площади около 3000 квадратных метров на сумму более 5 миллионов рублей. Сейчас идет укладка брусчатки от площади Конституции в сторону отеля «Черноморская жемчужина». Высажены туи, установлены лавочки, урны, фонтан с питьевой водой, скульптуры, проведено освещение. Также на набережной обустроена спортплощадка. Работы были начаты в начале апреля. Сметная стоимость проекта почти 2 миллиона рублей. Средства выделены из местного бюджета. Глава района Беслан Бигвава также показал президенту отремонтированный стадион. Затем состоялось совещание с активом района, в котором приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут и общественность города. На повестке стояли вопросы финансово-хозяйственной деятельности, результаты работы районных отделений МВД, филиала Черноморэнерго. Доходная часть бюджета Чимчирского района за первое полугодие 2023 года при плане 126 миллионов 210 тысяч рублей выполнена на 42 миллиона 677 тысяч рублей, что составляет 33,8%. Это на 83 миллиона 523 тысячи рублей меньше ожидаемого. Неисполнение бюджета Чимчирского района по доходам первого полугодия обусловлено отсутствием сырья, производственной хамсы у 6 рыбоперерабатывающих предприятий. Говоря о причинах низких показателей выполнения плана, Беслан Бигвава отметил, что пополнение доходной части бюджета района во многом зависит от работы рыбоперерабатывающей отрасли. В осенне-зимнюю путину минувшего года в акватории Абхазии было выловлено всего 6,5 тысяч тонн хамсы при квоте в 35 тысяч тонн. За учетный период получена дотация республиканского бюджета в сумме 18 миллионов 467 тысяч рублей. И в сумме 1 миллион 830 тысяч рублей на проведение юбилейной даты победы Великой Отечественной войны Абхазии 1992-1993 года. Субсидии в сумме 68 миллионов 737 тысяч рублей. На выплату заработной платы работникам образования, здравоохранения и культуры финансовая помощь из средств резервного фонда президента 1 миллион 150 тысяч рублей. Аслан Бжани, заслушав отчет, задал ряд вопросов о формировании бюджета района и частном бизнесе. Объект в Тамышах, Золотое Руно. Сколько человек там работает? Там, вот по моим данным, сегодня там работает 68 человек. В основном это все местное население, которое там работает. Заработная плата рабочих составляет в среднем 32 тысячи рублей. Вот пример занятости, правильно, да? Да. Это только те, которые работают на самом объекте. Какое-то количество людей тоже привязаны. Привязаны таксисты, кафе пооткрывали, домашняя кухня вокруг. Понятно. Плюс люди. Также сейчас новый объект, Черноморская жемчужина. Сколько человек там планируется? Там, по-моему, не все еще планируется работают. Больше 100, но у них пока загруженность неполная. Вот на сегодняшний день 50 человек работает. Тоже в основном все это местные жители. Президент подчеркнул, что главная задача всей совместной работы – увеличение числа рабочих мест и экономически активных граждан. И наша с вами задача сделать так, чтобы экономически активное население, количество активного населения экономически росло.
Вот не было рыбы, одна отрасль, значит провал такой. Надо развивать другие отрасли. Для этого есть и люди, и территория есть. По этому поводу у нас идет большая дискуссия. Была предложена программа развития туризма как ключевой отрасли нашей экономики. Туризм является ключевой отраслью на самом деле. И его надо развивать. Это нам понятно и по духу близкое направление деятельности. За туризмом пойдет развитие сельского хозяйства, за туризмом пойдет развитие села, соответственно, сохранение нашей культуры, нашей традиции. За этим пойдет развитие транспорта, логистических возможностей страны. Также президент поговорил с жителями Очимчирского района, ответил на ряд вопросов, пообещал разрешить некоторые проблемы. На совещании была затронута и тема закона об апарт-отелях. Если программа будет принята в том виде, как предлагается, это всего 300 гектаров на всю Абхазию. 0,3% от береговой линии. Много? Это то, что изменит экономику страны. Процесс надо запустить. Он носит лимитированный характер, ограниченный характер. Всегда в этот закон можно будет изменить, внести изменения, еще более его ужесточить. Премьер-министр Александр Анкваб, говоря об упомянутом законе о правовом регулировании апарт-отелях и опасениях, связанных с демографией, озвучил некоторые цифры рождаемости и смертности в республике. По информации Александра Анкваб, с 1994 года с поправкой в 2-3% в Абхазии появилось на свет 48 тысяч человек, умерло 40 тысяч человек. Число родившихся больше числа умерших на более чем 8 тысяч человек. Родилось абхазов 31 462 человека. 31 462. Умерло 12 833. Плюс 18 629 человек. Это в том числе и в адрес тех, кто связывает демографию с апарт-отелями, с гостиницами, с экскурсиями, со многим другим. Так. Так вот, нам надо опасаться не апарт-отелей, а таких заболеваний, как ковид. Браки, которые были 19-20 год, в 2020 году появилось на свет 955 абхазов, переходящий 19 на ковидный 20 год. В 2021 году число родившихся абхазов уменьшилось на 100. Вот чего надо опасаться. Вот где реальная угроза демографии. В ходе встречи с активом Аслан Бжани и Александр Анкваб высказались по целому ряду тем, волнующих граждан. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.